праздником, дорогие братья и сестры, с Богоявлением, с крещением Господним. Вчера сочельник, в общем-то, показывая, может быть, приближение праздника, Господь уже с теплоты ввел нас в некоторые такие холода и морозы, а сегодня даже дал порадоваться небольшим снежком. Снова и снова мы собрались в храме Божием, и поводом стало такой замечательный дивный праздник. Праздник, который всем событиям говорит нам о Боге, о Троице, говорит о любви божественной ко всем нам. Бог любит нас, и по этой любви послал и вочеловечил своего Сына, чтобы Он жил среди людей, чтобы Он, взяв на себя природу человеческую, мог ее исправить. Приняв смерть, которую каждый из нас принимает, Он расправился с нею. И через это ввел в нас Царство Небесное. Разрушил те оковы, которые не пускали нас в Царство Небесное. Все это еще раз и еще раз нам напоминает о божественной любви. Перед тем, конечно же, как всему этому случиться, Сын Божий вышел на проповедь. В зрелом возрасте, мы знаем, что началось это крещение Иоаннова, и в то время помним, что Иерусалим и все окрестности приходили к Иоанну принимать крещение, во время которого исповедали свои грехи. Говорили о всех гадостях в своей жизни, несостоятельностях, неправдах, путях неправедных, страстях и грехах. Исповедуя это, погружались в воду и тем самым, в некотором смысле, сопоставляясь с древним обрядом омовения, получали прощение. Или получали благодать, чтобы впредь не грешить, чтобы быть ближе к Богу. Если в то время все это было не до конца и не в полноте, то в нынешнее время каждый из нас имеет такую великую возможность прощения грехов. Ведь те грехи, которые мы совершаем, мы не просто делаем их делами, поступками, побуждаем сердце к тому, чтобы оно участвовало во всем этом. Мы вовлекаем в это множество людей. А прощение можем получить словом. Говорим перед Богом на исповеди, и Господь по своему неложному слову дает прощение и здесь, и в будущем. И это великая милость и снова любовь. Именно с этого началась проповедь. И сам Господь, как и сам Предтеча, говорили слова: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». И хотя впервые эти слова были сказаны давным-давно, они не потеряли свою актуальность. Каждый из нас, отдаляясь от Бога, как некий блудный сын, кушает от разного рода брений и нечистот, и не может насытить себя, и не может себя удовлетворить. И всегда под разного слоя или под разного размера прессом грехов все-таки душа не теряет надежду обрести Бога и жить в Нем. Посмотрим на нашу жизнь более внимательно и увидим, что в большей степени она развлечение и отвлечение. Отвлекает нас многое от Бога, от того, что называется истинным путем. Ведь сам Христос является путем истинной жизнью. Если мы желаем жить, если мы желаем правильно двигаться по этой жизни, если мы ищем истину, без Христа нам не обойтись. Без того, чтобы вспомнить снова и снова Его любви. После того, как Он вышел из воды Иордана, и был голос отцовский, что сей Сын мой возлюбленный, в Нем мое благоволение, и Дух Божий явился в виде голубя, Он пошел в пустыню для поста. И мы помним, что было много искушений,
Все это переборов, он вышел, можно сказать, сразу же на крестный путь. На этом пути, безусловно, совершал много милости, от которых и в нынешнее время мы можем изрядно вкушать и наполнять себя и свою жизнь многоразлично и многообразно. Господь милостив ко всем нам. Радостно, что мы сохранили традицию, что мы в этот день торопимся в храм, что мы знаем, что такое крещенская вода, знаем, что это нетленная великая святыня, великая гиазма, знаем, что это было у наших предков такое почтение к этому дню и к этому празднику, к этой святыне. Кроме этого, знаем еще много особых моментов, которые нам надлежит, и мы чувствуем с радостью, торопимся, безусловно, в храм, может быть, не до конца понимая сущности всех праздников, но тем не менее сердце нам дает некоторые какую-то полноту тому недочету, который мы имеем еще своей неглубокостью, или, может быть, своим неглубоким вниманием. Но все рядышком просто благодатно, и можно сказать, что на всякое наше искание Бога Бог всегда идет навстречу и дает то, что нам необходимо, причем не отличая или не делая это в общем, а каждому лично дает то, что ему нужно в его жизни для спасения. Хотел бы призвать всех нас в этот день быть чаще в храме. Помнить, что кроме этой святыни мы имеем величайший дар возможности соединяться с Богом в Евхаристии. «Ты во мне, и я в тебе», говорит Христос нам. И это чудо. Ни в одном богословии мы не можем увидеть, почувствовать такого призыва от Бога, от владыки всего, чтобы его называть, именовать на «ты», и чтобы слышать, что он в нас, и мы можем быть в нем. Это тело и кровь Христовы, которые освящают и помогают нам не отвлекаться от Бога и не уходить в сторону разного рода развлечениями, которых так много в нынешней жизни. Не к тому, чтобы любовью своей Он не давал нам и радости, и утешения в этой жизни, но вместе с тем напомним себе и сегодня о самом главном, верном, о том пути, который ведет к Царству Небесному. И думая, размышляя об этом, и молясь перед Богом, осветим себя и через окропление святой водой крещенской и испитием ее потрудимся ради тех, кто, может быть, не мог прийти сегодня в храм Божий, и, как некоторые, может быть, план поставим в себе быть более внимательными христианами. Посмотрим на жить, ведь все вокруг говорит о том, что быть чуть-чуть и иногда понемножку уже недостаточно. Либо так, либо это. Либо мы с Богом, либо мы без Него. Усугубим свое усердие, помолимся и попросим, чтобы на нашу немощь и наше недостоинство Бог своей благодатью восполнил и дал нам силу быть рядом с Ним. Еще раз всех с праздником, дорогие братья и сестры!